В Нерюнгри из Санкт-Петербурга приехала выставка восковых фигур. Копии известных людей, героев фильмов, политики, античные персонажи. Всего более 60 экспонатов. О том, как их изготавливают и чем выставка будет интересна не только взрослым, но и детям, в сюжете Екатерины Павловой. Музей восковых фигур – уникальное место, где мы вблизи можем рассмотреть лица и фигуры известных личностей, которых вряд ли мы встретим на улице. Но когда нам еще выпадет шанс сделать селфи с президентом? Фигуры не вызывают страха, скорее любопытства. Хочется рассмотреть повнимательнее. Мимические морщины, улыбка, взгляд, жест – это делает скульптуру похожей на своего реального прототипа. Музей восковых фигур в Петербурге работает уже почти 30 лет. У него собственная мастерская, откуда выходят новые фигуры в натуральную величину. Над созданием одной фигуры работает 40 человек, 15 разных профессий. Довольно-таки кропотливый труд. Очень долгий процесс уходит над отливкой воска и созданием изначально гипсового слепка. Затем уже приступают к работе гримеры, пастижеры. Пастижер – это человек, который впаивает в голову волосы. На выставке представлены также экспозиции с аномалиями человеческого тела, которые реально жили в разные времена, в разных странах. Здесь две сросшиеся головы, то есть четырехглазый человек, Джон Столкер, недоразвившийся череп, возможно, это даже двух сиамских близнецов. На этом экспонате Билл Дрекс, трехглазый человек, зайчья губа, которая разделила переносицу на две части. Там образовался еще один третий глаз. Человек-носорог получил свое название благодаря тому, что у него вырос жировик на хрящике носовой перегородки, и то есть он стал выглядеть как человек-носорог. В процессе экскурсии можно узнать легенды, мифы и исторические факты. Выставка впечатлила, особенно мумия на втором этаже. Это шедевр просто. Как говорят сами работники музея, особой популярностью пользуются персонажи в стиле фэнтези. Ну и как можно пройти мимо этих любимчиков из наших сказок? Привет, Добби! Над тем, чтобы гастролирующая коллекция была интересна как взрослым, так и детям, работают психологи. Именно они подбирают персонажей для выставки. Для того, чтобы люди могли прийти с семьей, отдохнуть и сделать себе фотографии на память со своим любимым персонажем. Екатерина Павлова, Сергей Козюра, Нерюнгри.